Добрый день! Национальная библиотека Республики Саха-Якутия запускает серию видеоинтервью, посвященные истории и культуре народов Якутии. Мы с героями будем говорить и обсуждать важные вопросы и темы, касающиеся археологии, этнографии, истории и культуры Республики Саха-Якутия. Все видео будут доступны на нашем официальном YouTube-канале. Сейчас мы с вами находимся в Якутском музее имени Емельяна Ярославского в зале, посвященном истории ювелирного дела Якутии. И первая беседа с нашим героем пройдет именно здесь. Героем сегодняшнего выпуска является этнограф, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Александра Николаевна Прокопьева. Александра также является популярным блогером. На своей странице в Инстаграме она публикует интересные материалы по этнографии и культуре народа Саха, также делится результатами своих исследований. Александра, добрый день! Добрый день. Спасибо, что согласились стать участником нашего проекта, несмотря на то, что у вас, наверное, на это очень мало времени, и очень здорово, что вы нашли время между исследовательской деятельностью. Александра, я хотела вас спросить, скажите, пожалуйста, как вообще вот нынешняя эпидемиологическая ситуация отразилась на вашей деятельности? Для деятельности исследователя, конечно, свои коррективы она внесла, потому что закрыты долгое время были библиотека, архив, музеи, и получить доступ к фондам, которые необходимы, чтобы работать с первоисточниками, конечно, очень проблематично. Да? Поэтому здесь больше повезло нашим старшим коллегам, у которых уже есть свой накопленный материал годами, а вот для нас, молодых, которые только начинают свой путь, довольно-таки проблематично. Но благодаря работе, проведенной ранее до этого, пытаемся из этих материалов получать информацию. И помогает своя домашняя библиотека. Очень интересно. И сейчас очень большую пользу приносит, кстати, электронная библиотека нашего национальной библиотеки, потому что появилось большое количество оцифрованных материалов по краеведению, по истории Якутии, и это очень полезно. Было бы очень хорошо, если бы архивы тоже больше переходили на цифровую работу. Давайте немножко поговорим именно о вашей профессии. Профессия этноархеолога, она достаточно своеобразная, и у вас, наверное, не только я, но и многие спрашивают, почему именно это направление вы выбрали. Немножко расскажите, пожалуйста. Это направление очень такое сложное даже вообще в контексте российской отечественной науки, потому что методы исследований, вообще подходы, направления школы этноархеологии, или как еще называют, палеоэтнографии, на данный момент не выработаны точно, и поэтому это направление, которое находится еще на пути своего формирования. Поэтому с этим есть трудности, но зато это удивительное направление, где сочетаются две очень интересные такие направления исторической науки – это археология и этнография. Если сказать коротко, это изучение этнографии путем археологии, можно сказать, да? Потому что, например, если мы говорим конкретно про якутов, про историю якутов, это период с 14 по конец 18 века, да? Потому что это период, когда еще не было большого количества письменных источников, они, если есть, то очень разрозненные, их очень мало, очень маленькое количество изобразительных материалов, и поэтому всю информацию можно получить только из археологических памятников.
Но Мгм. при этом это все-таки культура якутов, и поэтому нельзя сказать, что это чисто археологическая культура, да, она этнографическая тоже. И очень многое то, что мы находим во время археологических раскопок из тех же поселений или погребений, все равно мы их аналоги, то есть аналогии им, и некоторые объяснения мы находим уже в поздней этнографической культуре XIX века, допустим, да, Мгм. XVIII века. И поэтому оно вот такое находится между двумя стихий. В этом ее и красота, и в этом ее сложность. Потому что не всегда уместно применять чисто археологические методы к этому периоду, и не всегда, конечно, можно применить чисто этнографические методы. Да. Мгм. Поэтому нужно тут лавировать. И ну, в этом весь интерес. И поэтому, наверное, эта эпоха для меня более интересна. Ну и к тому же для якутского народа это одно из таких ключевых моментов в его истории, потому что это время как раз-таки формирования якутского этноса и сложения ее традиционной культуры. На протяжении вот этих 4 веков, ну это мы условно говорим 4 века, да, то, что Мгм. мы точно знаем, оно могло быть и больше, конечно, как раз происходило формирование ну, этнического облика, культуры, распространению культуры, и поэтому это период очень важно изучать. Мгм. Очень интересно. Ну вот вы как исследователь еще и очень делитесь полезными советами, своим опытом у себя на странице. У вас, я смотрела, больше 4500 подписчиков, и вот под каждой вашей публикации очень много восторженных отзывов, очень много вопросов. Иногда они даже бывают такие вот интересные, да, какие-то спорные. Ну, то есть это со Мгм. стороны подписчиков, конечно же. Но тем не менее, самая как бы любимая тема среди вашей аудитории — это, я так поняла, традиционная одежда народа Да. Саха. Вот вы, как исследователь, открыли многим глаза, и даже у вас есть некоторые проекты как раз по одежде 17-18 века, по Мгм. традиционной одежде народа Саха. И ну, как вы можете прокомментировать, почему именно у народа вызывает это очень большой восторг и какой-то большой отклик? Ну, вот действительно, из всего разнообразия вообще культуры людям больше всего интересна одежда и украшения. Ну, вообще костюм, да? Мгм. Но это связано с тем, что костюм, он непосредственно связан с телом человека, он ему близок. И это то, что мы видим глазами, и благодаря которому можем ну, считывать с человека какую-то информацию, да? Мгм. И сейчас тем более стало популярным вообще возвращение к традиционному костюму XIX века, XVIII века. Постепенно вот хронология несколько углубляется, да, есть такая тенденция. Ну, и сейчас мы стараемся, насчет якутского общества старается наделить те или иные элементы костюма какой-то знаковой символикой, да, узнать это и применить его на практике, надевая на себя, да, и Мгм. поэтому самые частые вопросы это вот, если мне столько лет, я такого-то пола возраста, социального положения, уместно ли мне носить вот это, да, а, ну, как правило, большое количество запросов поступает от женщин, но и мужчины наши тоже этим, конечно, очень интересуются. Как раз для того, чтобы правильно себя обозначить. Когда я Мгм. одеваю национальный костюм на праздник, в театр или еще куда-нибудь, чтобы люди правильно меня поняли, что я хочу этим сказать. Да? Поэтому костюм и до современного его состояния не обязательно должен быть традиционным и каким-то этничным, да? Даже любой наш костюм повседневный, он все равно говорит что-то о нас, о Мгм. нашем характере, о нашем образе жизни, о наших убеждениях. И традиционный костюм, естественно, тоже. И так как мы традиционный костюм сейчас в современном мире носим очень редко, видимо, люди не хотят ошибиться, да, когда вот Мгм. если раз в год на СЭХ мы носим, ну, хочется носить его правильно, да, и сказать о себе, Да. ну, передать правильную информацию. Мгм. Другой вопрос, то, что очень часто с костюмом, особенно в последние годы это заметно, связывают какие-то магические Да, такое свойства есть. и так далее, да. Здесь, мне кажется, больше это связано с вообще
социально-экономической обстановкой в стране и в мире, да, что Мгм. человек ищет опору в чем-то еще, да, М. кроме Мгм. известных институтов, да. И поэтому в костюме он хочет еще раз себя защитить от чего-то, да, быть уверенным в том, что если он нанесет эти орнаменты, что с ним все будет хорошо и так далее. Ну, то есть получить еще какое-то дополнительное подкрепление Мгм. своим намерениям. Мгм. Вот. И в связи с этим тоже очень много вопросов бывает. И сейчас я вижу, что есть такое направление, когда а, есть ну, люди, которые интересуются этим вопросом, там, орнаментацией, украшением, фасонами и так далее. И есть вот направление, которое вот яро борется за правильность облика и так далее. А есть те, которые говорят, что он должен развиваться, его никак ограничивать не надо. Да? Это за Мгм. этим наблюдать тоже интересно, Мгм. потому что в начале, там, 5 лет назад подписчики говорили одно, а сейчас, ну, как-то ситуация меняется. И быть даже просто вот наблюдателем действительно интересно. М, Ну вот очень интересная такая популяризация с вашей стороны. И ну вот не только, да, народный костюм, также украшения. А эта тема тоже вами очень хорошо исследована. И, насколько я знаю, вы являетесь еще путеводной звездой, как говорят, и ну, консультантом ювелиров, которые как раз-таки деятельность которых направлена на Мгм. реализацию именно так называемых традиционных якутских Мгм. украшений. Сейчас такая хорошая тенденция начинается, очень много мастеров работает в этом направлении, и с вами обязательно советуются. Вот немножко расскажите, пожалуйста, про этот, ну, ваш проект, ваш Мгм. вид деятельности. А, Производство украшений в национальном стиле, оно в Якутии было всегда, да, Мгм. но оно в зависимости от ну, исторической ситуации, видимо, момента своего, оно было разное время разным. А в последние вот годы, ну, на протяжении 21 века уж точно, где-то с конца 20 века, наверное, очень ощущается то, что ювелиры хотят возродить именно традиционное производство, ну, имеется в виду облик, да, Мгм. украшений, и к этому еще и появляется спрос на эти изделия среди населения. Потому что если нет спроса, соответственно, и производство невозможно. Мгм. Да? Но над этим спросом нужно, конечно, работать. Да? И мне кажется, вот 90-е годы была проведена довольно-таки большая работа по ну, возрождению самосознания, поиска себя как народа в контексте российской истории и так далее. И это тоже послужило толчком к тому, чтобы народ и заинтересовался традиционной культурой тоже, Мгм. материальной культурой, да. И поэтому, начиная вот с конца, ну, с 90-х годов постепенно вот это начало появляться. Сейчас мы видим такой вот, ну, на данный момент, ну, такую наивысшую точку. Ну, я надеюсь, что это не самое наивысшее, что она у нас еще впереди, но а, это несомненно, да. Мгм. И ювелиры действительно начали обращаться к исследователям, к этнографам, которые этим занимаются, и не только вот по своим наблюдениям за вот музейными экспонатами и так далее работает, но еще и привлекают как раз эти вот сферу науки. Мгм. И это, конечно, ну, на мой взгляд, полезнее, потому что полезно для обоих сторон. Мгм. Потому что ученый, он теоретик, он видит это с точки зрения теории, да, почему так, почему 5 там подвесок, почему они там ажурные, почему что-то не ажурное. Он может ответить на эти вопросы, да, Мгм. но как его лить, какой технологии и так далее, это все-таки больше дело человека, который этим занимается. И поэтому здесь, когда соединяется и наука, и само вот это искусство производства, то здесь появляются ну, максимально приближенные к оригиналам вещи. Мгм. А я знаю, что ювелирная фирма Урансаха очень хорошо сотрудничает со Светланой Ивановной Петровой. У М. них тоже коллекция прекрасная якутских украшений. Ну и мы сотрудничаем, работаем вместе с мастерской Петра Алексеева. Ага. Эта идея вообще появилась у нас несколько лет назад. Ну и такое вот счастливое стечение обстоятельств, что нас вот судьба свела с Петром Кузьмичем. И оказалось, что у нас вообще вот желания одни и те же. Просто мы начали, ну, с двух разных концов, скажем Мгм. так, да. К счастью, мы встретились и начали работать над тем, чтобы возродить сначала одну пару серег,
Потом мы поняли, что это интересно не только нам, но и вообще покупателям, людям, которые живут у нас в Якутии, да, и за ее пределами тоже. И затем решили, что вот нужно вместе изучать музейные коллекции. И вот мы объездили несколько улусов, Мгм. где смотрели именно ювелирные коллекции музеев. И такие вот интересные вещи Петр делает руками, а я вот помогаю с части вот теории, да, вот Мгм. почему именно эта орнаментация должна быть, ее расположение, на что можно ее заменить, может быть, да, там в пропорциях что-то изменить и так далее. И, ну, к счастью, работа, ну, на мой взгляд, пока получается. Да, и у Да. нас есть реконструкция. Ну, на данный момент мы сделали нагрудно-наспинное украшение Мгм. полностью, серьги 3 видов, нагрудный крест и женский нарядный пояс. Мгм. Так Вот, ну много выбрать. да, Мгм. работы, конечно, много. Она очень интересная работа, потому что для Мгм. меня видеть, как это производится, это тоже большое удовольствие. Не просто вот Мгм. они лежат где-то за витриной, к которых нельзя прикоснуться, да, Мгм. а появляется настоящий живой предмет, который обретает своего хозяина, живет своей жизнью, надеюсь, будет продолжать свою жизнь в последующих поколениях тоже. Мгм. Ну вот очень интересная коллаборация человек искусства и человек науки. Они как раз-таки их совместная деятельность повлекло за собой такое грамотное, правильное распространение культуры саха среди населения, да, массы. Надеюсь. Ага. Ну вот еще, ну вот ювелиры, да, ну а также есть и другие деятели культуры и искусства, которые как бы своим творчеством тоже популяризируют в массы культуру народа Саха, ну и вообще народов Якутии, да. Ну вот возьмем скульпторов, которые изготавливают памятники. И у нас вообще Якутск и даже Якутия, да, в целом является такой республикой, где очень много памятников, Мгм. которые отражают именно, ну вот, культуры или какой-то период из истории Якутии. Даже кинематограф снимает очень много фильмов, а, и даже вот исторического характера, работы художников, ну и вообще работы современного искусства, которые тоже вот отражается именно культурой Якутии. Вот как вы оцениваете в целом эту популяризацию? Правильная ли она или неправильная? Ну, вообще, хотелось бы услышать именно ваше мнение. Ну, то, что появляются такие вот ну, арт-объекты, скажем так, да, связанные с традиционной культурой, это все равно хорошо, конечно, да, потому что каждый объект находит своего почитателя, Мгм. да, своего ценителя. Тут несколько другой вопрос, когда вот художники, там, режиссеры и так далее, деятели искусства, когда они подходят к созданию самого вот этого объекта. Одно дело, когда это очень такая явная стилизация, когда это очень такое творческое видение какого-то явления или процесса. А, Там, конечно, вольность может быть какая угодно, потому Мгм. что художник видит, ну, так, и он вот это производит, да. Другое дело, когда мы говорим об объектах, которые претендуют на такое вот, ну, скажем так, звание традиционность. Мгм. Да? Это совершенно другое. И если мы, ну, речь идет о памятнике, в котором женщина должна быть в традиционном костюме, не в стилизации вольной, да, именно в традиционном костюме, или это мужчина, да, это всадник, воин, это лошадь и так далее, то есть, и это касается картин тоже, то здесь создатель должен понимать свою ответственность, Мгм. да, потому что сегодня может общество, которое вот, ну, в жизни которого родилось вот это явление, да, вот этот объект искусства, он понятен, что здесь какая-то вольность, сейчас модно такое, но пройдет 50 лет, 100 лет. Будут ли эти люди понимать то, что это изображено только то, что было популярно в конкретный исторический промежуток времени, да? Потому что очень часто человек, он не, ну, человек, обычный человек, который вот не вникает во все подробности, тонкости там, формирования культуры, его развития, он воспринимает все это как вот, ну, настоящее. Я вижу на сцене, как люди танцуют в этом костюме, я считаю, что вот, ну, значит, якутский костюм такой. М. Грань между
сценическим, авторским и между традиционным, национальным стирается для него, да, и поэтому здесь нужно как-то это более четко обозначать. И если создается объект, опять-таки же, вот, связанный с традиционной культурой, с традиционностью, да, то здесь, мне кажется, необходимо а, получить, ну, консультацию исследователя, который именно специализируется на этом. Потому что историк историку рознь, этнограф этнографу рознь. Да? Нельзя знать абсолютно все. Да. Это невозможно. Да? Каждый приличный ученый вообще специализируется на чем-то одном и работает над этим на протяжении всей своей жизни. Поэтому он профессионал, поэтому его знания невероятно глубоки, но в этой сфере. Да? Даже просто будучи историком, вот мы с тобой два историка, и наши сферы совершенно разные. Да? И поэтому у нас и взгляд на одни и те же явления будет совершенно разным. И поэтому здесь нужно обращаться не просто к представителю профессии, но и к специалисту в данной области. Да? Ну, и сейчас я все-таки в последние годы чаще вижу все-таки, когда действительно видно, что ученый тут поработал, и оно, ну, приближено, во всяком случае, к той реальности, которая была. Да? Но это бывает не всегда, и ну, как-то иногда думается, ну, почему он там или она, этот мастер, да, почему он не спросил? Да, Вот бывает такое такое же. бывает, Смотришь, думаешь, ну почему он не спросил? Неужели бы ему кто-то отказал и не сказал бы да или нет, правильно, неправильно, да? И когда допускается такая вольность, а вот то, что вот нарисовано маслом, это же на века. И, наверное, художник создает с надеждой на то, что поколениями будут Да. приходить, смотреть на полотно и что-то видеть, да? Это не рассчитано на 5 лет, на 10 лет, да, только во время актуальности этого вопроса. И поэтому тут нужно, ну вот я еще раз повторяю, нужно себя более ответственным перед предыдущими поколениями как-то чувствовать, да, не полагаться только на свою, вот я художник, я так вижу. И к тому же может создаваться иллюзия знания. Да, вообще такое популярно особенно сейчас, потому что мы живем, когда очень много информации, нам кажется, что мы знаем все. Вот Да, поверхностно мы специалисты вообще в любой Да. области, в экономике, в курсе доллара, в эпидемиях, там, Вирусология, да, да. во всем мы специалисты. И такая же иллюзия есть и касаемо языка, религии, одежды и так далее. Нам кажется, что мы все знаем. Например, вот якут считает, что он все знает только потому, что он якут. И поэтому знает все о Ну да, якутском, ага, о якутской такое одежде, есть. якутской кухне, якутской корове и так далее. Но это не так. Потому что современный человек 21 века – это не тот человек, который создавал всю эту красоту в 19 веке. Да. У него был совершенно другой образ мысли. Его окружал совершенно другой мир, в котором не было современных технологий, искусственного освещения, каких-то там бормашинок и так далее. И он все это видел совершенно по-другому. У него были совершенно другие проблемы, да? Другая социально-экономическая ситуация. И поэтому себя сравнивать с ним и считать, что никакой разницы нет, я вот точно такой же, ничего не изменилось, это неправильно. И поэтому появляется что-то вот не очень правильное, да? А вот в работе историка как раз-таки его специфика в том, что он благодаря своей работе, вот это вот непрерывная работа историка, да, которая никогда не прекращается, он, ну, как-то в голове, скажем так, мысленно, да, это может быть прозвучит пафосно, но тем не менее умеет создавать картину прошлого. Он погружается в это прошлое, он видит, во всяком случае старается видеть, насколько это возможно, так как это было тогда, в ту изучаемую им эпоху. И поэтому он эту эпоху понимает, во всяком случае, относительно других лучше. Да? Поэтому, вот опять-таки же, возвращаясь к вопросу, почему нужно обращаться к профессионалам и специалистам. И он может сказать, вот тут ну, тетива к луку крепилась не так, то, что вы нарисовали, это не якутское, это какое угодно, но не якутское, да, и специалисту это видно. Ну и кроме того, никто не отменял самообразование и самопомощь, да, самому себе, и поэтому людям, которые работают, создают, да, творят, конечно, хотелось пожелать, чтобы они чаще ходили по музеям, наблюдали, чаще читали книги, которые им нужны, и ну, накапливали этот материал, да, и
каждый раз, например, приходя в музей, одну и ту же вещь смотришь, и каждый раз видишь что-то новое. Поэтому Да. не надо ограничиваться только одним походом, нужно Мгм. постоянно приходить, возвращаться каждый раз. Вы будете видеть что-то совершенно другое и будете обогащать свои знания. Мгм. Ну Ну, вот, это вообще касается всех людей, не только творцов, но вообще всех. да, ну вот очень такая интересную тему мы затрагиваем. Ну вот у каждого исследователя, не только у этнографа, да, ну вообще у Мгм. исследователя есть своя боль. Особенно у тех, кто действительно работает с обществом, работает с их мнением, Мгм. общается с ними, да. Ну вот как у вас, допустим, ситуация, ну вот какая, ну вот самая ну, вот, главная боль этнографа? Ну, тут, наверное, боль не только этнографа, но вообще исследователя, когда а, ну, пытаешься донести что-то до читателя, до человека, до общества, да. Иногда бывает так, что у людей отсутствует аналитическое и критическое мышление. Мгм. И если нет вот этого аналитического мышления, к сожалению, на него, на иррациональное совершенно мышление, да, Мгм. построить что-то рациональное и конструктивное очень сложно. Оно М. всегда будет разбиваться о непонимании, потому что человек не может анализировать. Да? И это не его вина, не всегда его вина. Это чуть больше связано как с образованием, вообще со средой, в которой он рос. Там, ну, иногда это с каким-то очень частными вещами, но это вот тенденция такая есть, да, что у человека отсутствует аналитическое мышление. И он верит только вот, когда говорят, что-то ему говорят, он воспринимает просто как факт. Да, 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 да. Мгм. А то, что они противоречат друг другу, это же нужно самому думать, да, и выработать свое собственное мнение. Мгм. Почему я так считаю? Не просто я так считаю, потому что я в это верю, да, а должно быть другое объяснение. Я подумал над этим, и я пришел к выводу, сравнив разные там мнения и так далее к этому. И это должно быть его чисто его собственное мнение. Оно может отличаться в корне от общепринятого, но это будет его личное, выработанное им мнение. Вот когда этого нет, к сожалению, как раз и возникает проблема. И М. человек, приходя на лекцию, на инстаграм-страницу, оказывается не способен принять вот эту информацию Мгм. и подумать над этим, да, потому что готовых ответов все равно не будет. Я не могу с каждым читать, ну, вообще исследователь, да, любой человек, там, преподаватель, он Мгм. не может с каждым индивидуально, каждому разжевывать от А до Я, почему именно так, да, то есть Мгм. тут какие-то основные знания, основные навыки у человека уже должны быть, Мгм. а их, к сожалению, нету. Ну, Мгм. иногда так бывает, не всегда. Да? Ну и, кстати, я сейчас вот не соглашусь с таким вот мнением, которое популярно среди вот, старшего поколения, что вот молодежь совершенно не читает, она ничем не интересуется. Это не так. Она как раз очень активная, очень Мгм. интересующаяся. Но просто вот опять-таки же нужно больше стараться работать над тем, чтобы молодежь наша умела думать, Мгм. думать сама. Ну вот как раз о чтении, да, мы начали говорить. Вообще, ну, книги, конечно, в вашей жизни занимают особую роль. У вас, как вы сказали, помогла вам ваша домашняя библиотека. Она, я думаю, очень богатая. И, ну вот о библиотеке. Когда состоялось ваше знакомство с Национальной библиотекой Якутии? И, ну вот, немножко расскажите про роль книг в вашей жизни. Ну, так как я росла в семье учителей, историков, Мгм. филологов, книги в моей жизни были вообще всегда. Вот Мгм. с самых маленьких лет самый любимый магазин был это книжный. Пойти в книжный и купить себе книжку. Ну, там, Мгм. конечно, картинки, сказки и так далее, но потом это все равно перерастает в что-то другое. Но книги – это, ну, главная любовь в моей жизни. Это самые главные, важные друзья, наверное, и самое главное, что есть в нашем доме. Что вот сначала библиотека, а потом уже все остальное. Мгм. Вот. И здесь, ну, роль как раз семьи, мне кажется. Семьи, вообще атмосфера семьи, что Мгм. вот на любой ответ, на любой вопрос ответ можно найти в книге, да. Библиотеки тоже с малых лет были частью моей жизни, и библиотек я, ну, как-то никогда не пугалась, не считала, что это что-то страшное. И когда мы стали студентами, конечно, в нашей жизни появилась национальная библиотека, Пушка тогда называлась, ну, до сих пор называем Да. Пушкой.
где провели мы не только там часы над конспектами книг, но и каких-то там своих личных Да. переживаниях и так далее, потому что библиотека, она, ну, сейчас я не знаю, как сейчас среди студенчества, да, но в наше время, когда не было социальных сетей, интернета, сотовых телефонов, библиотека это была главным местом назначения встреч, обсуждения каких-то Да. проблем и так далее. Поэтому там происходила жизнь, ну, и личная, общественная, и научная, ну, и такая, да. Мгм. Ну, я очень рада, что библиотека, она меняется, потому что, ну, с ходом времени она тоже должна адаптироваться к новым условиям, да, Да. потому что библиотека там 19 века в нашем времени уже актуальна не будет, наверное. Мгм. И поэтому то, что сейчас она переходит на цифровизацию, это очень полезно, как я говорила, очень удобно из любого места, где у тебя есть интернет, можно зайти, посмотреть, почитать, заказать какую-то литературу, да, хотя бы найти там ссылку, библиографическую справку и так далее, тоже очень полезно. И, а, ну и то, что вообще сама атмосфера библиотеки сейчас уже гораздо шире. Это не просто прийти за книгой, да, Мгм. но еще и это связано с доступом в другие библиотеки, которые недоступны Да. просто человеку с Мгм. домашнего компьютера. Это и какие-то лекции, собрания, Мгм. Массовые мероприятия, да? мастер-классы и так далее. В Мгм. библиотеку можно прийти и получить совершенно другую, чем вот раньше, ну, какую-то и информацию, и что-то еще, да. И Мгм. из последнего, что, конечно, очень рада, я думаю, не только я, но вообще масса исследователей и вообще читателей Мгм. Якутии, то, что дар Уллы Павловны Юхансон М. поступил, да, вот когда была Интересно. выставка, я пошла, посмотрела все книги, посмотрела, там полистала, вообще очень интересно. И очень хорошо, что появилось очень много книг на иностранном языке, Мгм. потому что, ну, это довольно-таки сложно найти нужную книгу на там, английском, немецком, особенно старые издания, которые не всегда могут быть доступны в цифровом Мгм. виде, да, и поэтому я надеюсь на то, что эта библиотека Улы Юганс появилась, она вот даст толчок для развития, ну и для появления наших новых исследователей, молодых исследователей, потому что без библиотеки жизнь невозможна. Ну, особенно для историков, да, потому что главная работа историка – это читать. Мгм. Читать бесконечно, всегда, каждый день, до конца своей жизни. Да, очень интересная заметка. Так, ну, еще один, ну, наверное, последний вопрос. Сейчас август месяц, как раз разгар вашего М. полевого сезона, разведки, раскопки, исследования. Ну вот все равно это, то есть как бы идеально ничего не получается, да, особенно если у вас такая интересная профессия. Вы, наверное, сталкиваетесь с каким-то мнением, может, иногда и с позитивным, и с негативным мнением среди населения. Да вот почему вы трогаете памятники, археологические памятники, или, может, кто-то, наоборот, зовет вас, вот, исчезает памятник, пожалуйста, спасайте для науки. Как вообще относятся именно к вашей, ну, к археологической деятельности жителей Якутии, особенно те жители, которым в районы, где они проживают, вы проводите свои археологические исследования? Мгм. Ну, тут я скажу из своего опыта, когда у нас экспедиции были. Ну, я работала в экспедиции в контексте Северо-Восточного федерального университета Мгм. и сейчас вот Институт гуманитарных исследований. Да, здесь вот, как правильно отметили, есть два направления, две категории людей. Первая, которая очень болеет за свой родной край, за историю и зовет: пожалуйста, приезжайте к нам, ну, у нас есть вот это, проведите исследования, мы хотим больше узнать. И действительно, история этих улусов, наслегов, она известно гораздо лучше, да, и они могут точно сказать, вот в этом веке здесь у нас жили те-то, Мгм. те-то, те-то, занимались тем-то, тем-то, тем-то. Есть наслега, которых это вот категорически не воспринимается вообще никак, да, говорят, М. если вот мы хотим к вам приехать, они говорят: нет, мы вас не впустим. Ну, вот такое бывает. И, соответственно, история этих наследников, к сожалению, если это будет продолжаться, оно вот с последними носителями вот этих знаний, она тоже забудется. Потому Да. что полагаться только на память сейчас, к сожалению, нельзя, потому что
разрыв поколений, он существует, он все больше и больше. И то, что вот к дедушке, который вот знает, что, где, кто жил, в каком Аласе, как это в старину называлось, не факт, что придут его, там, придет молодое поколение и придет и скажет, расскажи мне, я хочу об этом узнать. Вот это очень редко бывает, да, чтобы его свои же внуки, например, проявляли к этому интерес. И поэтому очень многое утрачивается. Это вот касается не только археологии, вообще этнографии тоже, да, даже исконные названия тех или иных мест забываются, да. Было такое, что вот в книге мы знаем один Алас, мы точно знаем, что он находится в этом наследии, и вот приезжаем, спрашиваем, где находится это. И говорят, такого Аласа у нас уже нету. То есть это название уже изменилось. И найти его уже невозможно, и люди уже не помнят, да. И, ну, часто еще было так, что мы приезжаем в село, чтобы провести там этнологические исследования, и говорят, ну, вы уже опоздали. Последний дедушка, который об этом знал, умер вот, ну, лет 5 назад и так далее. И сейчас вот самые старшие, это все бывает, кому 60, 70, а это люди уже, которые родились в середине 20 века. И такой вот, ну, информация, которая более глубокая, то, что касается 19 века, например, к сожалению, они дать уже не могут, да, поэтому такая проблема есть. Но вот, что касается именно археологии, вот я, как сказала в начале, да, вот именно проблема изучения истории народов Якутии эпохи Средневековья, вот начиная с конца раннего Железного века, это 5 век нашей эры, да, и до 18 века, когда появляется масса письменных источников, вот эти 13 веков никак по-другому, кроме как археологии, изучить невозможно. Мы были бы рады, если бы все это было где-то написано, и не приходилось бы все лето копать. Это тяжелый труд, да? Мы были бы рады, но, к сожалению, такой возможности у нас нет, как и у многих сибирских народов. И поэтому археология – это единственный путь к тому, чтобы узнать себя лучше. И то, что население негативно относится к археологическим раскопкам, это сказывается на вообще истории народа в целом. Бывает такое, что вот скрывают, находят, но скрывают, да, там где-то там у себя слухи ходят, но потом приезжает археолог, исследователь и говорят, нам ничего не знаем. Оно так и исчезает. И, возможно, там уникальные какие-то памятники, да, вот мы же говорим, что вот у якутов должно быть там письменность, какой она была, там руны или не руны, что там было. А вдруг где-то там лежит вот эта письменность. Да. А его, ну вот, к сожалению, она недоступна. Пока его новые поколения когда-то через там десятилетия, столетия найдут, а что от него останется, да? Сейчас мы сталкиваемся с таким, что из-за изменения климата археологические памятники, они тоже, их сохранность тоже меняется. Оно же у нас все лежит в земле, оно, когда есть вечная мерзлота, она стабильная, там, ну, консервированная, она вот стабильная. В среде ее можно найти, исследовать, сохранить, передать в музей и так далее, да. Сейчас это уже становится проблематичным, потому что земля разрушается, вот эти буллары появляются на Аласах и так далее, да, там разрушаются и погребальные памятники, и поселенческие, и, соответственно, уже восстановить это сложно. Кроме того, тут надо помнить о том, что археологов в Якутии, к сожалению, очень мало. Территория у нас вообще огромная. Мы этим гордимся, что у нас огромная территория, да. Но, с другой стороны, это еще проблема, что на все улусы, даже вот на улусы, если по штуке археологов разделить, и то не хватит. Совершенно не хватит, да. Археологи при этом, надо сказать, что это человек не просто, который участвует в археологических раскопках, это человек, который имеет право проведения археологического исследования, да. То есть у человека должен быть открытый лист, разрешение, которое выдает Министерство культуры. Людей с таким разрешением в республике очень мало. Ну, буквально, ну, наверное, еще не знаю, на все хватит, не хватит, на все пальцы, да? И поэтому и лето у нас короткое, полевой сезон очень короткий, да, вот уже начинаются дожди, потом будет холода, земля замерзнет, уже копать невозможно. И поэтому нужно тут более планомерно подходить, не так, что, ой, давайте в этом году приедете, а вот работать заранее с планом, что вот на протяжении стольких-то лет
будут работать на таких-то улусах и так далее, и так далее. По заявке, когда отдается заранее, работать гораздо проще. Можно и подготовиться, найти архивные материалы какие-то, библиотеки книги найти, да, краеведов найти, поговорить с людьми. Потому что вот это разрешение тоже надо брать заранее, да, хотя бы за полгода. А у человека могут быть свои планы, есть свой исследовательский план, план работы института, например, да. И просто так войти, вклиниться тоже это очень сложно. Это если повезет. И, конечно же, если, ну вот, в общем, проблемы есть. Ну и транспортная, денежная, финансовые проблемы, их никто не отменял. И поэтому здесь хотелось бы, чтобы хотя бы население помогало. Да, Помогало поддерживало. тем, что просто не мешает. Ну да. Да, вот, Такая да, просто не большая. мешайте работать. Да, это уже большая помощь. Раз мы уже говорим об археологических памятниках, и, наверное, еще одной болью являются вот люди, да, которые несанкционированно, без разрешения, даже не делают полностью раскрытие могилы, а занимаются тем, что они ведут поиски, изымают какие-то детали, да, вот погребений, да, хищения. Ага. Ну, то есть их называют в народе черными копателями, в кавычки. То есть они преследуются, их деятельность преследуется ли законом? Вообще, как вы относитесь к их деятельности? Да, вот как я сказала, проводить археологические исследования, то есть это вообще изучать то, что находится в земле, раскапывая лопатой и так далее, может человек только имея разрешение. Разрешение дают только тому, кто имеет высшее историческое образование, там, или музеолог, да, там 2-3 только есть, все. Все остальные, они археологами не являются, соответственно, они нарушают закон. Все, что находится в земле, это собственность государства. То есть они похищают имущество государства, говоря, да. И здесь я вот недавно ездила в один наследие, и там говорят, нам говорят, что, например, там 10 сантиметров это вот можно. Нет, нельзя. Все, что находится в земле, принадлежит государству. И не в смысле государству, там, Госдуме или кому-то, да, это принадлежит народам. Национальное достояние. Да, национальное достояние. Народам России, республики, народам республики. И, соответственно, черные археологи как раз проводят такую вот работу, когда, изымая из археологического слоя те или иные вещи, особенно они копают же именно металлические вещи с помощью металлоискателя, да, которые могли бы как раз сказать о том, что здесь жил человек в эпоху бронзы, в эпоху железного века или еще когда-то. И это очень ценный материал, потому что когда мы проводим все по правилам, да, там, заложив шурф и так далее, там железные вещи, металлические вещи попадаются крайне редко, только если тебе вот очень крупно повезло, да. А если вот это вот археологический памятник, там действительно что-то было очень большое, важное и так далее, а до тебя прошелся там черный археолог, половина информации, она вот все исчезла. Ее ты никак не можешь получить. И вот есть понятие того вот стратиграфия, да, то есть земля, она как образуется? Ее слои, они постепенно нарастают друг на друга на протяжении миллионов лет, тысячелетий, столетий и так далее, да. Чем глубже, тем оно древнее, да, чем выше, то, что лежит на травке, там, упаковка от чипсов, это 21 век, да, и вот оно вот так вот формируется, и, соответственно, археолог раскапывает все это вот слоями, миллиметрами, да, и он может зафиксировать, что вот на такой-то глубине был найден вот металлический предмет, на такой-то глубине каменный предмет. И это, привязав к слою, понять хронологию, да, к какому веку, к какому тысячелетию это относится. Да. А черный копатель, он раскапывает ямой, лопатой. Весь слой. И тут вот, где этот металлический предмет лежал, неизвестно. Даже если он потом принесет в музей, археологу, институту и так далее, без привязки к конкретному слою земли, этот предмет практически бесполезен. Даже если там будет написано, там, шикарный наконечник, где написано «Я, Элей, пришел вместе с якутами в Якутск», да, там, скажем, утрированно. Это совершенно бесполезная вещь. Даже если оно будет на самом деле написано Эляем, там, на рунах, на чем угодно,
эта вещь бесполезна, потому что она вырвана из контекста. Да. Наука, она на то и наука, что все изучает во взаимосвязи. Мгм. То, что отсутствует система и связь, это не наука. И, к сожалению, такие материалы, они могут для статистики как-то считаться, там, что есть 10 штук такого-то, но не больше. Оно Мгм. глубокую информацию не дает. И бороться с этим надо, потому что это, как я сказала, в конечном счете разрушает, ну не разрушает, а лишает нашу историю компонентов, Мгм. материалов, источников и так далее. Ага. И здесь должна быть, ну, большая роль и ответственность у муниципалитета, конечно, и у самих жителей, потому Мгм. что это их история, это наша с вами история, и ее нужно защищать. И здесь будет ошибкой тоже стремиться, чтобы это все было здесь сразу и прямо сейчас, чтобы вот сейчас приехал исследователь и все от А до Я раскопал, потому что наука тоже не стоит на месте, и ее методы развиваются, да, методы естественных наук и так далее. Сейчас очень много вот интеграции разных наук, что дает еще больше информации. И поэтому не надо стремиться раскопать все памятники, да, Мгм. изучить все, потому что будущее поколение исследователей с еще более совершенными методиками, технологиями и так далее смогут еще больше информации получить и дать народу. Да? Поэтому нужно стремиться сохранить. Это как музейные хранители. Мгм. Они хранят, да, их Мгм. задача сохранить для будущих исследователей, для будущих поколений, потому что на нас же история не заканчивается, история человечества, да, и науки, она дальше будет развиваться, и все будет лучше и лучше, должно быть, во всяком случае. И поэтому, ну вот, нужно стремиться сохранить. И это, ну, мне кажется, в руках каждого человека. И вот эти черные копатели, их самое, ну, ну, обидное, скажем так, да, что если они что-то хорошее, интересное, уникальное найдут, они же не принесут нам. Да. Они его продадут где-то там, за вообще пределами республики, даже, может быть, и России, в частных коллекциях. И вот часть нашей истории, она сядет где-то у кого-то в коробочке, на витрине или еще где-то, но для нас, для людей, для которых это на самом деле важно, это останется совершенно неизвестным. Мгм. Вот. И, ну и к тому же, все-таки ситуация у нас не такая плачевная, как в Сибири, например, на Алтае и так далее, где у них вместе с погребенными захоронены золотые изделия, какие-то вот драгоценные Мгм. металлы и так далее. А, Ну, наверное, вот к счастью, у нас в наших якутских погребениях такого нет. И Мгм. поэтому их особо расхищать-то и смысла нету. Да? Там не будет серебра, золота, рубинов, бриллиантов, не будет. Поэтому, с одной стороны, вот наши предки, может, хорошо, что ничего такого не хоронили, Мгм. что зато сохраняются погребальные памятники. Мгм. Вот. Ага. Ну, Александра Николаевна, у нас получилась такая очень интересная беседа, и мы надеемся, да, что у нас еще будут совместные проекты, такие как, ну, вот лекции, может быть, прямые эфиры, беседы. Вообще мы, как сотрудники библиотеки, тоже работаем с населением и опираемся на ваш труд, на ваши исследования, ну, не только на ваши, а вообще, да, всех исследователей, не только современных, но и 20 века и предыдущих веков. И что интересно, ну вот именно исследователи современности, они более близки, да, к народу. То есть вы начали, ну, как бы одна из первых исследователей начали лекцию среди населения, да, то есть массовые лекции. Я помню, как мы с вами проводили несколько лекций, ну и также у вас еще есть и другие проекты. Может, вы немножко поделитесь, откроете нам завесу, ну, ваших будущих планов. Ну и вот наша эпидемиологическая ситуация внесла коррективы. Оффлайн такие лекции сейчас, конечно, очень проблематичны, но зато Мгм. можно проводить онлайн. Да? Мгм. Кому зато удобно, из дома, никуда не выходя и так далее. Это очень удобно, и нужно осваивать вот такое пространство. И вот будем над этим работать, что вот из ближайших. Но опять-таки же, ну, посмотрим, как получится, да. И хотелось бы, конечно, провести лекции и на якутском языке, потому что очень много запросов, люди хотят, чтобы лекции были М. на якутском языке, потому Мгм. что
Ну, действительно, у нас мероприятий не очень много на родных языках вообще Да. народов, да, Мгм. республики. И поэтому такое направление тоже нужно поддерживать. На языке Мгм. надо говорить, чтобы он жил. Мгм. И не искусственно, а вот как ну, повседневности разговариваем, точно так же. Поэтому это направление, я надеюсь, будет охвачено. Я знаю, что вот Розалия Иннокентьевна и Светлана Ивановна очень хорошо работают именно с Да. населением. И ну, больше и доверия, мне кажется, среди народа человек, который хорошо знает, владеет своим Мгм. родным языком. Да. Я, например, таких людей очень уважаю и восхищаюсь, когда этот язык еще очень такой красивый, богатый, объемный. И я мечтаю тоже с опытом прийти к тому, чтобы также красиво говорить. Ну, пока ну, мой язык не такой богатый, но я над этим работаю, Мгм. потому что это действительно очень красиво и вызывает восхищение. Вот, и, ну, сейчас работаем над тем, чтобы сделать реконструкцию одного из костюмов. Мгм. Но это пока у нас пока теоретически, поэтому подробно на этом останавливаться не буду. Но вдруг, если получится, конечно, мы об этом расскажем. Мгм. И, конечно, да, право в том, что сейчас деятели науки стали все-таки ближе к людям. Да? Мне Мгм. кажется, это очень правильно, потому что наука, она все-таки для человека. Она не должна быть вот чисто внутри, где-то Да. сложным научным языком. Конечно, такое тоже есть, Мгм. но и должно быть. Но кроме этого, о достижениях науки рассказывать простым языком, доступным, понятным языком людям, вовлекать их в этот процесс, конечно, очень нужно, потому что, мне кажется, не очень правильно просто сидеть и ругаться, вот вы ничего не понимаете, ничего не знаете, при этом самим ничего не делая, Мгм. для того, чтобы человек как раз понимал. Да? И мне кажется, сейчас вот как раз очень многие работают над этим. И очень радует, что это в основном и молодые исследователи. Вообще вот в Инстаграме, например, я подписана на множество исследователей из разных регионов, Мгм. вообще на разные темы. Там Мгм. есть и историки, искусствоведы, костюмологи, врачи, и большинством это молодые, которые очень хорошо и интересно рассказывают. Я сама знаю М. очень, очень много, с Мгм. некоторыми из них мы вместе работаем, Мгм. там переписываемся, о каких-то своих будничных проблемах общаемся. Это очень хорошо. Мгм. И вот интернетом нужно уметь пользоваться. И мне кажется, старшее поколение, которое боится этого, ну, боится, потому что оно не очень хорошо с этим знакомо. Да? А Мгм. если знать и понимать, уметь и работать, интернет – это прекрасная вещь, которая вот разрушает все границы. И Да. можно общаться с любым человеком на любую тему, в любое время дня и ночи. Мгм. Так что вот будущее за таким вот ну, виртуальным общением тоже. Не только, но тоже, наверное. Мгм. Ну, жалко, у нас беседа заканчивается. Очень приятно было, еще раз повторяю, пообщаться. И ну, хочу пожелать вам дальнейшего успеха, также счастья, удачи в вашей личной жизни. И ну вот еще, наверное, я вам пожелаю вдохновения, потому что ну вот человек без вдохновения, он дальше не двигается, да, и это приводит как раз-таки к творческому Да, это успеху. И вдохновляясь сами, вы вдохновляете нас именно, любителей вашего творчества, ваших исследований. И желаю вам всего хорошего. Напоминаю, что мы провели первую беседу с этнографом, с научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук с Александрой Николаевной Прокопьевой. Мы с вами прощаемся, встретимся на следующем выпуске.